Всем привет и добро пожаловать на очередной урок крымско-татарского языка. Сегодня мы пройдем тему, которая называется «Спряжение отрицательной формы глаголов по лицам в прошедшем времени». И, наконец-то, это последний урок на тему отрицания. На предыдущем уроке мы прошли спряжение отрицательной формы глаголов по лицам в настоящем времени, а в данном уроке будет в прошедшем времени. Давайте повторим, так как вы уже знаете глагол охумах и беклемек. Я выписала эти же глаголы, и, например, охумах в прошедшем времени охумады, беклемек беклемеди. А теперь давайте разберем по лицам. Мен охумадым, я не читал. Сен охумадын, ты не читал. Охумады, она не читала. Біз охумадых, мы не читали. Сіз охумадыныз, вы не читали. Олар охумады, или же охумадылар, они не читали. Вы видите, когда, например, я не читал, мен охумадым, окончание дым, сен охумадын, окончание дын, охумады, окончание ды. И вам нужно будет запомнить все эти окончания. И опять же повторюсь, если слоги твердые, то будет охумадым, не охумадим, а охумадым, буква «ы». А если же слоги мягкие, как, например, глагол беклемек, то слоги будут слоги мягкие, и окончание будет «и». Охумадым. Давайте разберем. Мен беклемедим. Я не ждал. Сен беклемедин. Ты не ждал. Беклемеди. Она не ждал. Біз беклемедик. Мы не ждали. Сіз беклемединіз. Вы не ждали. Олар беклемеди. Или же беклемедилер. Они не ждали. Вы видите, так как беклемек слоги мягкие, поэтому окончание им или же дим. И здесь вам тоже придется запомнить все эти окончания, если вы хотите употреблять глаголы правильно. Это нужно обязательно выучить. Вы видите, что олар беклемеди лер. Лер, когда же слоги мягкие. Но если же слоги твердые, то будет лар. Олар охумады лар. Вы не можете сказать охумады лер. Нужно сказать охумады лар. Давайте еще раз я вам прочитаю все глаголы. И для того, чтобы вы поняли. Мен охумадым. Сен охумадын. Охумады. Біз охумадых. Сіз охумадыныз. Олар охумады. Или же охумадылар. Мен беклемедим. Сен беклемедин. Беклемеди. Біз беклемедик. Сіз беклемединиз. Олар беклемеди. Или же олар беклемедилер. Ну все. На этом я заканчиваю данный урок. Надеюсь, все было понятно. И если кому что непонятно, можете писать в комментариях, или же можете писать мне на мой инстаграм устние собачка снизу, устние черточка снизу world, и я постараюсь вам ответить. А вам спасибо большое за просмотр. Сағолыңыз достар.
и корюшкенджи.